Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. 21 августа в Якутске с пленарного заседания начнется ежегодное августовское совещание педагогических работников. С участием директоров школ и детских садов, руководителей районных управлений образования будут обсуждены новые задачи в образовании. Об актуальных темах совещания мы сегодня и поговорим. Гость студии Нюргун Павлов, первый заместитель министра образования и науки Якутии. Нюргун Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы поподробнее узнать, какие актуальные темы будут обсуждаться на совещании педагогических работников. Разрешите в первую очередь всех поздравить с предстоящим новым учебным годом. Новый учебный год совсем близко, а значит, надо собраться всем педагогическим сообществом нашей республики и обсудить актуальные темы, которые предстоит решить, задачи, которые предстоит решить в новом учебном году. Традиционное августовское совещание педагогических работников Республики Саха-Якутия, как вы уже отметили, оно начинается с завтрашнего дня и пройдет до 23 августа. Спутниковые мероприятия у нас начались уже вчера, 19 августа. Несколько семинаров, стратегических сессий уже они запланированы в эти дни. Основные направления, которые будут посвящены вопросу августовского совещания, это 5 таких важных вопросов. Во-первых, это образование и семья, направление трека. Да? Здесь центральной темой становится воспитание подрастающего поколения, взаимодействие семьи и педагогической общественности. И, конечно, ряд вопросов, которые в этом учебном году предстоит решить. Это вопросы внедрения курса семьеведения в образовательные организации, и ряд других. Конечно, основной еще второй темой становится это образование и технологии. Мы понимаем, что современные цифровые образовательные технологии и вообще цифровая трансформация всей жизнедеятельности человека вносит определенные коррективы в нашу повседневную жизнь. И, конечно, в образовании все это остается не без следа. Поэтому здесь центральной темой станет это применение цифровых образовательных технологий, и, конечно, корректировка той деятельности, которые по цифровой трансформации у нас вообще в жизнедеятельности происходит. Третий трек – это у нас образование и производство. Здесь мы обсуждаем вопросы организации профильного обучения в образовательных организациях, среднепрофессиональных учреждениях, будущей профессиональной подготовки обучающихся, и, конечно, профориентационной работе здесь будут, конечно, тоже затронуты. Четвертая тема – это у нас, конечно, здесь мы затрагиваем образование и актуальные вопросы, которые мы обсудим о системе образования. Да? Здесь мы понимаем, что в этом учебном году вносятся определенные изменения в содержание образования, внедряются предметы, обновляются учебные предметы. Это мы наблюдаем уже начиная с 2021 года. И, конечно, эта работа у нас в этом году будет продолжена. Будет внедрен новый учебник по истории России для обучающихся 5-7 классов. 5-7 классы в этом учебном году не будут изучать обществознание, а 8 и 9 классы продолжат свою учебную программу и будут также изучать обществознание в том числе. Для обучающихся 5-7 классов у нас будет внедрен спецкурс, специальный курс по истории Якутии. Здесь у нас разработаны учебники, разрабатываются, подходят к завершению, и уже с нового года будет этот спецкурс уже у нас в республике внедрен. И, конечно, мы обсудим ряд и других направлений, вопросов, которые, конечно, требуют пристального внимания, и, конечно, обсуждения среди педагогической общественности. Действительно, сейчас к новому учебному году готовятся и школьники, и родители, и педагоги сами. И хотелось бы узнать, сколько всего школ, детских садов откроется с 1 сентября. У нас 1 сентября откроет 718 учреждений, которые реализуют программу дошкольного образования. 628 школ откроют 1 сентября наши двери, 42 учреждения среднепрофессионального образования, и 176 учреждений – это учреждения дополнительного образования. И новые школы имеются, наверное? Да, и новые школы, конечно, одним из самых, наверное, долгожданных это является открытие школы, 40-й школы в городе Якутске, да, которая носит имя первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И хотелось бы узнать о результатах ЕГЭ все-таки, 2025 года, о каких итогах можно уже сказать?
Ну, ход приемной кампании, подготовительной, да, вот кампании по проведению и вообще в целом само проведение государственной итоговой аттестации, оно прошло в штатном режиме. В этом году единый государственный экзамен сдавали 8505 выпускников нашей республики. И в этом году мы хотим отметить то, что у нас увеличилось количество детей, которые выбирают выборные предметы. Да, не только вот математика базовый и русский язык выбирают, но и увеличивается количество детей, которые выбирают, например, профильную математику. Если в прошлом году профильную математику выбрали свыше 2000 выпускников, то в этом году профильную математику выбрали 2500 с лишним детей. Это на 500 детей, конечно, больше, да? Но и в процентном соотношении доли выбравших предметы среди выпускников, конечно, мы видим значительное улучшение за последние годы. Что касается какие предметы являются по выбору самыми актуальными среди детей, это, конечно, предметы обществознания. Его в этом году сдали свыше 2800 обучающихся. Ну и, конечно, традиционно остаются актуальными, да, вот востребованные предметы, такие как информатика, ну и биология, по которым, конечно, вступительные экзамены высшие учебные заведения включают в свои вступительные экзамены. Здесь мы по итогам результатов ЕГЭ, конечно, видим, что по различным направлениям ряд улучшений мы наблюдаем. Это по профильной математике, несмотря на то, что средний балл по Российской Федерации на несколько немножко снизился, да, по Российской Федерации. По нашей республике мы видим увеличение среднего балла, несмотря на то, что у нас увеличилось число выбравших предметов. На 2,5 целых пункта. Это нас очень радует, конечно. Ну и мы, конечно, радуемся исторически максимальное количеству стобальников по математике профильной. У нас математику профильную 6 выпускников на 100 баллов сдало. Ну и, конечно, здесь 4 выпускников у нас сдали русский язык на 100 баллов, по химии 4 выпускников, 2 по литературе и 1 ученик по биологии. Ну и, конечно же, актуальнейшая тема всего лета, и сейчас это поступление, абитуриенты, да? Немножко об итогах приемной кампании. Какие специальности все же больше выбирает наша молодежь? Ну, приемная кампания у нас продолжается, она еще не завершена. Приемная кампания завершена поступлением в высшие учебные заведения по вузах на территории нашей республики. Здесь хотелось бы отметить то, что в этом году у нас было выделено 5438 бюджетных мест в высших учебных заведениях. Всего поступило свыше 44 тысяч заявлений по различным направлениям. На бюджетные места у нас поступили 3492 выпускника наших общеобразовательных организаций и 726 они поступили по приоритетным направлениям, да, по приоритетному поступлению. Это по отдельной квоте 214 выпускника, по особой квоте это 170 и по целевой квоте у нас 342 выпускника поступило. Также хочется отметить то, что идет поддержка, меры поддержки по участникам семей и участников самих СВО, да, специальной военной операции. У нас в высшие учебные заведения поступили 2 героя Российской Федерации. Что касается по учреждениям среднего профессионального образования, то здесь мы видим, что в этом году всего выделено 6148 мест на базе основного общеобразования, то есть на базе 9 класса у нас выделено 3644 бюджетных мест, и на базе 11 класса 2419 мест. Что касается по заявочным процедурам, до 15 августа у нас принимали среднепрофессиональные учреждения, и здесь поступило свыше 39 тысяч заявлений по различным направлениям. Среди заявлений, да, какие эти направления по высшему образованию, по среднему образованию, какие являются наиболее востребованными среди выпускников этого года. Но традиционно это является то, что по специальности здравоохранения очень много заявлений поступает.
поступает. В этот год стал не исключением. Ну и, конечно, по инженерным направлениям, по педагогическим и гуманитарным направлениям тоже мы видим определенный рост. Ну, мы с вами уже ранее затронули тему, да, вводимого спецкурса «История родного края». Хотелось бы узнать подробнее об учебниках, с какого класса будет изучаться, кто составляет учебники? Ну, здесь у нас, как я уже отметил ранее, учебники родного края Республики Саха-Якутия, по апробацию мы вступили, наш субъект вступил, да, и у нас авторами, разработчиками выступили 7 преподавателей Северо-Восточного федерального университета, Института гуманитарных исследований, а также Института развития образования и повышения квалификации, ну и учителя сами выступали в качестве автора. 7 у нас авторов, которые были утверждены Министерством просвещения Российской Федерации. В течение прошлого года, прошлого учебного уже года, да, наши коллеги, авторы уже разрабатывали эти учебники для обучающихся с 5 по 7 классы. Здесь хотелось бы отметить, что вся история родного края, она охватывает всю историю республики, вплоть до современности. И, конечно, здесь мы видим, что история Якутии, он будет включен в содержание программы «История России» как отдельный спецкурс, да, и будут изучать уже в этом учебном году дети 5, 6 и 7 классов. Ну и действительно важный вопрос задам, да, укомплектованные школы учителей. Мы знаем, что на Крайнем Севере очень мало кадров. Какая поддержка имеется? Работает ли программа «Земский учитель»? Ну, здесь, конечно, определенная мера поддержки для учителей у нас существует. По земскому учителю у нас федеральная программа уже с 2019 года работает. И в этом учебном году 11 земских учителей они пойдут работать в общеобразовательной организации нашей республики. Хочется отметить, что по по нашей инициативе квоты на выделение земских учителей на федеральном уровне увеличены. В следующем году мы все-таки говорим о том, что у нас 34 квот по земскому учителю, в следующем году 37, ну и в последующем году будет 41 квота выделена на нашу республику. Конечно, это говорит о том, что необходимо нам и меры поддержки на региональном уровне вводить новые, да. Мы все-таки, вакансии, да, вот количество вакансий, которые мы видим ежегодно, говорит о том, что да, действительно, вот в этом направлении нам необходимо работать, и это мы видели давно. Что касается здесь по мере поддержки, запущена комплексная мера по поддержке учителей, да, и педагогических работников в целом. Это обеспечение жильем, учитель Арктики, проекты, которые озвучены, ну и адресная мера поддержки, это в виде подъемных, проездных для учителей, которые идут работать в сельской местности, у нас будет осуществлена. Также по обеспечению учителей в арктической зоне республики хочется отметить то, что совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, с педагогическими колледжами мы студентов старших курсов тоже направляем в общеобразовательные организации работать учителями и педагогами в рамках, конечно, той инициативы, которая была высказана Министерством просвещения, науки и высшего образования. Ну что ж, Нургун Михайлович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.